связи с 70-летием оккупации Восточного Туркестана 1 октября перед Генеральным консульством Китая в Стамбуле будет организована акция протеста. Восточный Туркестан, в котором запрещены все виды поклонений и исламских обрядов, тысячи людей, в котором находятся в тюрьмах, сотни жителей которого были вынуждены покинуть родину и миллионы находятся в лагерях, нуждается в помощи исламского мира. В свою очередь, 26 сентября в городе Харлем прошло мероприятие, посвященное Восточному Туркестану, организованное культурно-информационным центром уйгуров Голландии. 27 стран-участниц ООН издали совместный доклад о правилах использования международной сети интернет. Согласно данным в виртуальном бюллетене, доклад, опубликованный перед собранием Генеральной Ассамблеи ООН и подготовленный как предупреждение для России и Китая, является единогласно принятым документом о необходимости соблюдения международных правил. CNN передает, что несмотря на общую позицию США и союзников в отношении основных правил, действия, входящие в список проправительственных кибератак, непостоянны. Вчера в Гонконге группа митингующих организовала акцию в поддержку Восточного Туркестана. Демонстранты призвали Китай прекратить произвол и освободить ректора Синьцзянского университета Ташполата Таипа со словами «Китай ответит за геноцид уйгуров». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров призвал все государства выступить с заявлением о недопустимости ядерной войны. Лавров напомнил, что после одностороннего выхода США из ядерного соглашения президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на установку ядерных систем ближнего и среднего диапазона. В Эгейском море близ острова Энусы затонула лодка с беженцами. В результате инцидента погибло 5 детей и 2 взрослых. Информационное агентство Греции сообщило, что на первом этапе береговая охрана обнаружила тела 7-летнего ребенка и 1 новорожденного малыша.